Мы сейчас как раз находимся в том месте, где рождаются наши куколки. В этих стенах приходят нам идеи на новые проекты, на новые дизайны платьев, платков. И как раз сегодня я хотела вам показать, как это все происходит. Если речь идет о наряде куклы, то наряд куклы, он рождается в процессе его создания. То есть нет никакой заранее идеи создания там, конкретной модели, конкретного дизайна наряда. Он рождается во время его шитья. То есть какая ткань лучше подходит к этой кукле, какой цвет платка подходит к этому платью, какой лучше подобрать кружево, цвет ниток, дизайн. Я идейный вдохновитель. То есть куклы — это мой личный проект, я его придумала, я организовываю все процессы, поиск швей, поиск расходных материалов, помещений, реклама, маркетинг — это все от меня. В команде есть еще моя мама, она у меня швея, она шьет суперские наряды, мы шутливо называем ее креативным директором, то есть если какие-то идут новые фасоны платьев, жилетов для кукол, хиджабов, то это все идеи моей мамы. Нюансов на самом деле их не так много. Чаще всего мы сталкиваемся с тем, что ткань, например, прозрачная, приходится там дошивать подъюбник. Это не всегда видно, когда ткань в рулоне, а когда начинаешь уже раскраивать, даже более того, когда уже одеваешь на куклу, оказывается, что, например, выделяются какие-то пропорции тела или ткань прозрачная, просвечивает там нижнее белье. Приходится такие моменты сразу заделывать. Либо делать дополнительные юбки какие-то, либо подбирать другую ткань. У нас есть вязаные куклы, их стоимость 2200, там есть небольшие. Кукла моя Амина, которые говорящие, читающие Коран, их стоимость от 3000 рублей, в зависимости от наряда. Есть свадебные шикарные наряды, эксклюзивные, там расшиты бисером, стразами Сваровски, они уже подороже идут.